Похрустывая снежком, идут по улицам небольшого города люди. Каждый из них – настоящая история. О чем? У каждого своя. Кто-то торопится домой, к ребятишкам, кто-то в магазин, кто-то с обеда спешит на работу. И даже на работу каждый торопится совсем по-разному. Один потому, что так надо. Второй только недавно начал и очень волнуется, все ли у него получится. А у некоторых работа стала частью жизни. Сейчас модно утверждать, что так нельзя. Оставь работу за порогом дома, но именно у особенной части людей оставить ее не получается. Впрочем, об этом мы еще узнаем. А пока заглянем в один из кабинетов детской консультации Алекминской центральной районной больницы. Рабочий день завершается, но еще один маленький пациент. А прием ведет, знакомьтесь, Любовь Автономовна Пивсаева. Регалий много, поэтому просто. Врач. Именно так. С большой буквы. Конечно, не сразу. Как и любой вчерашний выпускник медвуза, она начинала с нуля. Главный багаж – огромное желание быть. Насколько я помню, вы начали свою трудовую деятельность в 1982 году. В прошлом году было 40 лет. Как это все началось? То есть, чтобы вот отработать 40 лет, чтобы протрудиться 40 лет в такой профессии, нужно прийти туда, наверное, все-таки осознанно. Ну да. Как это все случилось? Где-то, наверное, с класса 8 у меня уже появилось желание быть детским врачом. И даже не просто детским врачом, а именно врачом участковым. Примером для меня была моя тетя Валентина Васильевна Копылова, которая долгие годы работала фельдшером детской консультации. Детская консультация располагалась как раз вот где сейчас находится школа Эврика. Я к ней ходила, мне нравились карточки. Регистратором тогда была еще Раиса Ивановна Черданцева. Она больше 50 лет у нас отработала в детской поликлинике. И вот это все сложилось. Я сразу мало того, что медицинский, но я никогда не хотела быть взрослым врачом, то есть лечить взрослых. Я хотела только детей. И пошла целенаправленно в педиатрический факультет, Красноярский государственный медицинский институт. Поступила в тот же год, в 1976 году я окончила школу, поступила, и отучившись 6 лет, я закончила педиатром, врачом-педиатром. Ну, за время учебы я знаю, что, в принципе, студенты, они же еще не сразу становятся медиками, да, а студенты. Бывает, что меняют свои решения, то есть понимают, что медицина, она все равно медицина для детей, для взрослых. Ну, то есть проходить определенные ступени приходится в любом случае. Не было мысли, что не надо, не мое. То есть это же где-то и страхи, и великая ответственность. Нет, не было. После 3-го курса мы уже были на медсестринской практике в детской больнице. После 4-й мы уже выезжали, я выезжала в Минусинск, мы работали там, врач-терапевт, акушер-гинеколог, хирургия у нас была. Но ни одна из этих 3 ипостасей, как говорится, не привлекли мое внимание. Мне нравилось, да, но медицина, она вся медицина, но мне больше всего нравится с маленькими детьми. А как получилось, что вы попали в Алекминск? В принципе, те времена, когда был Советский Союз, о желаниях
Не особо спрашивали, как получилось, вот, что вы оказались? Нет, у нас было распределение. При этом были собрания по типу профориентации прямо в мединституте. И вот уже окончившие мединститут врачи, которые проходили практику в Якутии, они прямо делились впечатлениями о своей практике, прямо говорили, что там до всего вас допустят, все вы можете там делать, значит, своими руками. Но не так, как в больших клиниках, в больших городах, когда все-таки, думаю, что врачи боятся допускать к самостоятельной работе молодых врачей. Нет, я по распределению приехала в распоряжение Министерства здравоохранения Якутской ССР. Ну а тут уже у нас здесь были вакантные места. Было вакантное место участкового педиатра и было вакантное место заведующего детским отделением. Ну, соответственно, естественно, я участковым педиатром, как и хотела. Я даже на курсе в своем мединституте, я была, наверное, белой вороной, потому что люди все хотели идти в стационары. Я нет. Мне нужна была вот такая активная работа. Поэтому я только себя видела участковым педиатром. Вот первый год, каким он для вас стал? Первый год, не знаю, знаний было очень много. Я закончила институт с красным дипломом. Но знания знаниями, а практика – это, конечно, дело наживное. Поэтому я никогда себя не ставила выше среднего медперсонала, и поэтому без каких-то там угрызений совести, скажем так, я прямо бегала к фельдшерам, а тогда основная масса все-таки была у нас в детской консультации, фельдшера работали. Я бегала, прямо консультировалась с ними, потому что у меня знания за плечами, у них опыт за плечами. И опыт никто не отменял. Это сейчас по протяжении 40 лет я могу своим молодым докторам рассказать и показать, и объяснить все. А тогда мне объясняли. Причем я говорю, что основная масса была это фельдшера и заведующий детской консультацией Вера Федотовна Живлакова, Рима Александровна Спивак. Это я вот считаю их после института по жизни моими педагогами. 2 доктора. То есть это наставники? Это мои были наставники, да. То есть вот как говорят сейчас, что работу надо оставлять за дверями квартиры, за дверями своего дома. Как это складывалось у вас? Да, нас тоже учили. Все проблемы домашние, они должны остаться за порогом дома. Ты должен идти на работу, мало ли что там дома случилось у тебя, ты должна идти с хорошим настроением, открыто для людей. У нас же работа именно связана с людьми. И не просто с людьми. У нас-то 2 человека, а то и 3. То есть это ребенок, это его родитель, а еще и бабушки могут дедушками быть. Поэтому у нас как поколение, и мы работаем не с одним ребенком только, но и работаем с его окружением, естественно. Поэтому и общаемся. Но что наложилось, скажу, как вам сказать это получше, наверное, все-таки отпечаток детства на нас накладывается. Те, говорят же, кто работает с какими пациентами, этот отпечаток накладывается на врача. Так вот у нас, взять наш коллектив, у нас действительно детство. Мы иногда стараемся, может быть на одной волне с детьми. Поэтому мы можем сказать им «привет», а не «здравствуйте». «Привет». Вот ребенок маленький особенно, они любят, когда им «привет». Они могут подойти, обнять тебя, погладиться. Мы никогда это от себя не отталкиваем. И мы тоже говорим «привет». Правда, мамы там иногда говорят «здравствуйте», надо сказать. Я говорю, нет, мы на одной волне. И поэтому иногда у нас даже, скажем, действия, может быть, поступки, они где-то из детства. Мы вот вроде в возрасте тут люди-то работаем, а иногда поступки как ребенок вроде. Еще и смеемся сами. Вот что значит. И продляет нам, может быть, даже где-то молодость в душе, дети. Поэтому, лично мне очень нравится с детьми. И вот через 40 лет я только бы с детьми начала работать. Может быть, ушла в узкую специальность, но с детьми.
ни со взрослыми. Кстати, вопрос я ставила вам, знаете, немножечко по-другому. И вот именно ваше мышление, это мышление человека, который воспитан был в традициях вот того времени. То есть, когда вы сказали, я должна оставить проблемы все за дверью. Но на сегодняшний день говорят немножко по-другому. То есть, вы, уходя домой, должны оставить на работе все рабочие проблемы. Вот как с этим у вас складывается? К сожалению, это не получается. И никогда не получалось. Потому что, может быть, в большом городе, там, где большой город, может быть, там это и получается. У нас, где мы все на виду, у нас это не получается. У нас в WhatsApp кинули телефон вот того-то врача, и сразу 5-6 человек информацию кидают по номеру телефона. Поэтому в маленьком городе отграничиться от пациентов это просто невозможно. Поэтому вечер, телефонные звонки, пишут в WhatsApp, консультируются. Те, которые, допустим, лечить по телефону, это не моя прерогатива. Я никогда по телефону не лечу. Я могу сказать острый какой-то момент такой снять. А все, пока не осмотрев пациента, лечение в жизни не назначала, не назначаю и не буду назначать. Поэтому у нас здесь, я помню, как-то ходила к психологу, и нам просто говорили, включите автоответчик на телефоне. Но это в Москве можно, в Питере включить автоответчик и посмотреть, что там тебе сказали. Но у нас-то как ты не отзвонишься-то этому человеку, обратившемуся к тебе с помощью. Поэтому я беру всегда телефоны, даже незнакомые номера. Раз нужны, значит нужны. Как говорят, ты пока востребован, значит ты врач. Не будешь востребован, можно поставить на тебе крест. Работа давно стала вашей второй семьей. А как вообще складывалась в вашей жизни вот своя жизнь? Ну, я даже мужа нашла у себя в больнице, в инфекционном отделении, скажу. Да. Когда он с теплохода, проплывая с Якутска в Усть-Кут, в Осетрова, он нас просто, его тут садили в больницу. А я там в инфекционном отделении работала. И там вот нашла свою судьбу. То есть он стал моим будущим мужем. Дети тоже. Я работала же не только участковым педиатром, я работала районным педиатром, я работала замглавного врача по детству, родовспоможению. Я объездила командировками весь район с бригадой. В частном порядке вылетали и санрейсами, если там вывозить нужно было. И у меня семья-то воспитана вот в таких условиях. И никогда не думала, что дети у меня тоже в медицину вдруг пойдут. Муж речник, капитан теплохода был. Дети, старшая дочь у меня закончила Московский государственный медицинский университет имени Пирогова, клинический психолог, она у нас работает клиническим психологом. Сын закончил, сына я, кстати, возила по ночам в отделение, потому что не с кем было, ну, муж речник, находился в рейсе, дочка у бабушки там можно, а сын маленький возила с собой. В хирургию, помню, ночью возила, причем он там даже не спал. Виктор Анатольевич Мунькин дал ему атлас, и он листал этот атлас анатомии. Но я думала, это как-то его... Он говорил, что хочет медицину. Думала, что его это отвернет от здравоохранения. Нет, он поступил в Питерскую государственную медицинскую педиатрическую академию, закончил ее, работает врачом-рентгенологом в Санкт-Петербурге. Детским? То есть, нет, общим. Он закончил ординатуру, поэтому общим работает. То есть вот опыт не отвратил? Нет. Я думала, что он не будет. Но тем не менее. Медицина – это призвание или это где-то болезнь? Да я даже не знаю сказать. Ну, болезнь. Болезнь-то особо не назовешь это. Состояние души, вот так лучше, наверное, скажу. Все-таки. Состояние души. Наверное.
Ну, все периодически, наверное, все в основном люди, есть периоды, когда очень устаешь от работы. Ну вот, не хочешь ты. Как поступали вот в этом случае? Вы, были бы у вас такие срывы или нет? Да, были. Тут, когда работала районным педиатром, до 17-го года, ну, как-то уже тяжело было. Потому что эта работа 24/7. Я ложилась спать, я обкладывалась телефонами, мало того, что сотовый, стационарный, потому что ночью могли позвонить с любого села, которых проконсультировать, где-то санрейсы, ну, короче говоря. И просто я вновь захотела стать участковым педиатром. На ту специфику своей работы, на которую я изначально в молодости стремилась, ну, к такой работе. И поэтому в 2017 году я просто перешла с райпедиатров снова на участковую службу, причем пришла на свой же участок первый. Вы вернулись? Да. Туда, Откуда ушла, туда же и вернулась. Через много-много лет. Я вот в 1982 году приехала, начала работать. В 1988 году Вера Федотовна ушла на пенсию. Я стала заведующей детской поликлиники. Потом в 1992 или 1993 году я стала районным педиатром. Причем это все совмещало. Участковый педиатр, заведующий детской поликлиники, плюс районный педиатр еще при Ларисе Александровне Тирской. А потом уже туда перешла. Хотя очень не хотела уходить с участковой службы. И там я отработала, ну, лет, наверное, 17. Чистых вот таких совсем. И потом все равно вернулась сюда. И вот вернулась, вот честно скажу, вот с радостью. И вот на сегодняшний день, ну, вот все-таки я не представляю себя никем, кроме как участковым педиатром. Вот это мое называется. Я детей знаю своих. Я не скажу что-то, но я зато знаю, чем они болели. Вот чем болели. Да, я могу сказать, болел этот ребенок ветрянкой или не болел ветрянкой. Потому что все-таки, когда проходит, вот чем хороша работа участкового педиатра, ты же ребенка ведешь от рождения до 18 лет, и он уходит во взрослую сеть. А в стационаре, вот что не для меня называется, во-первых, замкнутое пространство, а мне надо двигаться много. И там ребенок пришел, отличился и ушел. Ну, понятно, что многие дети повторно возвращаются, но все-таки вот у нас работа здесь. Мы ведем ребенка от рождения до совершеннолетия, скажем. И плюс мы же работаем с семьей, не только с ребенком, но и с семьей. Поэтому у нас контакты вот здесь такие. Но на сегодняшний день ко мне уже бабушки ходят. Те, которые дети были, когда я приехала, подростками, на сегодняшний день-то их мамы уже стали бабушками, то есть эти дети уже родили. И приходится ко мне со своими детьми, ну и бабушки. Получается, 3 поколения. Да, ну практически 3 поколения уже, да. 3 поколения Третье прошло поколение. через руки. Угу. Это вообще сказывается вот на опыте, на постановке диагноза, вот на знаке Да, даже? да. Ты даже знаешь, если семью хорошо, ты знаешь, что от ребенка можно ожидать. Потому что аллергики, там родители были аллергики, ты помнишь, какие там аллергики были. А ребенок тоже может быть таким же аллергиком. Потому что если мама больная аллергией, то 50% наследования ребенка. Поэтому наследственные болезни все тоже знаешь. Если там у кого-то был там сахарный диабет, то, естественно, знаешь, что тут может быть ребенок склонен, допустим. Поэтому очень много значит. Понятно, что 40 лет – это очень-очень значительный такой стаж. Что изменилось в пациентах, что изменилось в профессии? Ну, профессия, конечно, как ни говори, профессия никогда не стоит на месте, обновляется. Новые препараты, новые методы диагностики. Даже у нас здесь больница, хоть и в смысле отдаленная от центра, но у нас обновление. Когда у нас раньше КТ был, никогда не было. ЭКГ и прочее. Обновление у нас идет.
материальное обновление, знания мы тоже получаем. И к нам приезжают, здесь обучение проводят. И вот заочное мы обучение проходим. Но изменилось много, конечно. Много. Пациенты, сами пациенты, они не изменились. Как они были у нас с детьми, так они остались. Конечно, труднее у нас стало работать с родителями. С родителями, бабушками, дедушками. Сложно стало, прямо говорю, скрывать не буду. Сложно стало работать. Возможно, из-за того, что, ну, как сейчас говорят, врачи обслуживают. Раньше никогда так не говорили. Мы раньше пользовали больных, а не обслуживали больных. На сегодняшний день и вот как бы печальный образ обслуживающего персонала получается. То есть, когда говорят, оказывают услугу, это все-таки не Нет, верный контекст? нет. Мы лечим пациентов. Какие услуги мы оказываем? Что такое услугу оказать? Есть такая тенденция у молодых, то есть сегодня молодежь не вся, конечно, но часто смотрят на то, что они будут получать, скажем так. То есть что важнее для медика, вот насколько, то есть медицина сегодня считается направлением, где неплохо зарабатывают. Но достаточно ли этого? И с чем вот могут столкнуться молодые, чтобы вот не ошиблись с этой профессией? Но раньше же, в наши еще в старые годы, у всех же зарплата была одинаковая. Сейчас она дифференцирована. Сейчас влияет наличие категорий, стажа и так далее. Награды разные за эти заслуженности. Но, вот честно скажу, я прошла через все. И стачки у нас были, забастовки у нас были. Тогда, когда... Не выплачивали. Да, не выплачивали заработную плату. И когда мы, извините, под подпись брали хлеб в магазинах, под запись, как говорится. Через все прошли. И я в стачкоме сама была. И у нас была сидячая забастовка в поликлинике, ну, в смысле поликлинике. Причем это было в обеденный перерыв. То есть мы пациентов не лишали своей помощи. Мы оказывали эту помощь. Выходили к зданию районной администрации с плакатами. Через это все прошли. Поэтому... Но уровень, может быть, что все-таки работа должна правильно оплачиваться. Но я не знаю, большие суммы как-то, не могу сказать. Просто да, молодежь, да. Просто, может быть, потому что мы пришли из тех далеких времен, когда развитой социализм у нас был. И хотя и тогда был у нас каждому по способностям и каждому по труду, как говорится, но на сегодняшний день запросы у молодежи все-таки выше, чем у нас были. У нас таких запросов не было. И условия были другие, конечно. Всю жизнь печки топили. А молодежь сейчас приезжает, сразу благоустроенную квартиру всем надо. Я до 30... сколько это было? Я только 3 года назад в благоустроенную квартиру переехала. А до этого я топила печку, носили воду на 2-й этаж. Что бы вам хотелось пожелать молодежи, которая придет и будет трудиться в кабинетах, вот в таких? Чего им, может быть, нужно доработать, чтобы они приходили с каким осознанием? Закончили институт и пришли буквально, возможно, в эту поликлинику. Что пожелать? Наверное, любовь к детям в первую очередь. Потому что вот для врача
педиатра в частности. Не может быть ни красивых детей, ни некрасивых детей, ни хороших детей, ни нехороших детей. Для нас все дети должны быть абсолютно одинаковые. Вот абсолютно одинаковые. Неважно, во что он одет, как он себя ведет, мы должны к этому ребенку относиться одинаково. Вот в первую очередь любовь к детям, уважительное отношение к его окружению. Ну, знания никто не отменял, конечно. Ну, вот, наверное, все-таки на первом, наверное, любовь и душевное состояние врача по отношению к окружению, которое пациенты его окружают. Пациенты и его окружение, так скажем.